кооперации и коллективные хозяйства. В те годы высказывались различные мнения о форме кооперации кочевого народа. Они предлагали организовывать их на родовой или родственной основе, другие видели верный путь в классовом построении. В регионах с оседлым населением кооперации образовывались по образу кооперативов центральных областей СССР. Интенсивный рост кооперации наметился с проведением аграрных реформ. Крестьяне-кыргызы, не прошедшие дореволюционной школы буржуазной кооперации, начали объединяться в различные формы социалистической кооперации. Еще в годы гражданской войны получили развитие простые виды кооперации. В Кыргызстане были созданы животноводческие товарищества «Чолпон» в 1924 году и «Аксай» в 1925. Количество коопераций возросло после образования Кыргызской автономной области. К октябрю 1925 года в Кыргызстане имелось 232 сельскохозяйственных кооператива, членами которых состояло 21 800 человек. Начиная с 1926 года кооперативное движение в Кыргызстане возглавил Совет кооперации Кыргызской АССР, сыгравший большую роль в его развитии, налаживании отношений с государственными органами, ведении борьбы против индивидуалистических тенденций. Только за период с 1926 по 1928 года число кооперативов выросло с 30 тысяч до 35. Если в 1926 году по республике в кооперативы было объединено 23% крестьянских хозяйств, то к 1928 году этот показатель поднялся до 42%. Исходя из условий Кыргызстана, партия и правительство большое внимание уделяли созданию и развитию животноводческих кооперативов. В 1929 году, согласно постановлению о создании в Кыргызстане специализированных форм кооперации, образовались союзы «Кыргызхлопок», «Кыргызскот», «Кыргызколхоз» и другие. Эти объединения стали связующими органами между промышленностью и крестьянами. Такие специализированные союзы сыграли большую роль в образовании первичных форм кооперации, товариществ по совместной обработке земли, ТОЗ, и сельскохозяйственных артелей. Этому процессу способствовали и окрепшие к тому времени колхозы, созданные в период конфискации земель у баев и кулаков. В 1925 году в Кыргызстане было 64 колхоза, 6 совхозов. Советское правительство оказывало им всестороннюю поддержку. В Чуйской долине и в Каракольском уезде еще в 1924 году были организованы, соответственно, хозяйства Аламедин и Тактаян, которые достигли высоких экономических показателей. В них выращивали племенных коров, организовывали молочно-товарные фермы, работали цеха по производству сыра. С них брали пример. К концу 1928 года в Кыргызской ССР функционировало 5 коммун, 103 ТОЗа, 180 сельскохозяйственных артелей. Однако такие объединения охватывали лишь 1,7% крестьянских хозяйств, 5700, из них только 3% были организованы в колхозы. Под влиянием новой экономической политики в структуре крестьянских хозяйств повысилась доля крестьян-середняков, наметилась стойкая тенденция к уменьшению бедняцких хозяйств. Однако в рассматриваемый период в селах и аулах была еще велика безработица. Даже получив землю, многие крестьяне из-за нехватки сельхозорудий и семян не в состоянии были ее обрабатывать. Коллективизация – окончательный переход к оседлости. Провозглашенная в 20-е годы новая экономическая политика предполагалась в качестве долголетней стратегии развития СССР. Индустриализация страны, кооперирование крестьян, повышение материального и культурного уровня населения планировалось провести в соответствии с принципами новой экономической политики. Это должно было позволить провести кооперацию крестьян без насилия со стороны государства экономическими методами, эволюционным путем. Поняв преимущество кооперации, крестьяне сами бы потянулись к объединению. Образовавшиеся на начальных этапах новой экономической политики кооперативы подтвердили правильность этой линии. Однако этот курс, сложившийся на гребне новой экономической политики, в конце 20-х годов был подвергнут коренной переориентации. Главной и основной целью была объявлена индустриализация страны. Все другие отрасли народного хозяйства должны служить подспорьем в деле реализации поставленной сверхзадачи. Направление на индустриализацию вылилось таким образом в прямую и косвенную экспроприацию крестьян. Вновь были возрождены методы продразверстки. Теперь крестьяне лишались возможности свободно продавать излишки зерна. Их предписывалось сдавать государству по низкой цене. Крестьян, оказывающих сопротивление, объявляли кулаками и привлекали к судебной ответственности, а зерно конфисковывали. Еще более жестокую форму приобрела политика ликвидации эксплуататорских классов. Наряду с ликвидацией эксплуататорских классов проводилась политика подавления любой самостоятельности крестьян путем изъятия у них средств производства и передачи в ведение государства. В целях реализации этой задачи Иосиф Сталин летом 1929 года провозглашает лозунг сплошной коллективизации сельского хозяйства. Таким образом, для приобщения села к социалистическому укладу был начат великий перелом. 5 января 1930 года ЦК ВКПБ принял постановление о темпах коллективизации и государственных мерах по поддержке колхозного строительства, в котором были намечены даже сроки проведения коллективизации.
Коллективизация проводилась под непосредственным руководством сталинского административно-командного аппарата. Местные партийные и советские органы республики старались опередить друг друга в масштабах коллективизации на местах, предпринимали все меры для завершения ее раньше срока. Это обусловило быстрые темпы коллективизации в республике в январе-феврале 1930 года. Если в 1929 году всего 6,6% крестьян состояло в колхозах, то к марту 1930 этот показатель достиг 37%. Из некоторых районов с кочевым населением стали поступать рапорты о полном охвате животноводов колхозами. Однако это не соответствовало действительности. Созданные в спешке колхозы быстро разваливались. До сентября 1930 года из таких колхозов вышло 32,5 тысяч хозяйств. Усиление произвола и насилия при проведении коллективизации приводили к разорению сельского хозяйства, подрыву и развалу животноводства. Население, не желающее отдавать скот в общественные хозяйства, продавало его за бесценок и резало сверх всяких нужд. В результате в 1930 году поголовье крупного рогатого скота сократилось на 24,5%, лошадей на 18,5%, овец и коз на 15,5%. В итоге тотальной конфискации зерна не осталось семян на весенний сев. В марте 1930 года Иосиф Сталин в своей статье «Головокружение от успехов» выступил с критикой перегибов, допущенных в ходе коллективизации. Вместе с тем не ставился вопрос о пересмотре самих принципов коллективизации, поэтому и на следующий год в этом деле допускались такие же ошибки. По решению Кыргызского обкома ВКПБ в 1931 году была проведена сплошная коллективизация в Аламединском, Рыбачинском, Каракольском, Карабалтинском, Кировском, Сталинском и Чуйском районах. Это позволило рапортовать, что основная масса крестьян Кыргызстана уже перешла к колхозному строительству. Практиковавшиеся с начала кампании сплошной коллективизации перегибы повторились и в 1932-1933 годах. В 1940 году в колхозы и совхозы входило 98,9% крестьянских хозяйств. После укрепления колхозов на каждый из них в среднем приходилось по 106 хозяйств. Таким образом, процесс коллективизации сельского хозяйства Кыргызстана, предусмотренный третьим пятилетним планом, был завершен до начала Великой Отечественной войны. Перевод кочевых и полукочевых хозяйств к оседлости. Коллективизация сельского хозяйства в Кыргызстане проводилась параллельно с переводом кочевых и полукочевых хозяйств на оседлый образ жизни. Процесс закрепления кочевника к постоянному месту жительства был начат еще в первые годы советской власти в ходе земельно-водной реформы. К концу 20-х годов на оседлый образ жизни перешли 42 тысячи кочевых хозяйств. Однако к началу 30-х годов в Кыргызстане оставалось 85 тысяч все еще незакрепленных хозяйств. Для успешного завершения коллективизации их необходимо было привести к оседлости. Для руководства кампании по приведению к оседлости кочевых и полукочевых хозяйств при Совете народных комиссаров Кыргызской ССР был организован комитет по оседлости в нижестоящих структурах секторы в районах отделы. В 1931 году кампания была проведена в 4 районах, а уже в 1932 году началось массовое приведение к оседлости кочевых хозяйств 12 районов республики. Ускоренными темпами на местах возводились дома, школы, больницы, библиотеки, кошары и загоны для скота. В этом же году постановлением правительства Кыргызстана хозяйствам, перешедшим к оседлости, предоставлялись существенные льготы. В 1933 году к оседлости было приведено 43 тысячи хозяйств, создано 148 аилов и кишлаков. Для укоренившихся хозяйств выделили 2,5 миллиона гектаров пашни, установили места покосов и пастбищ. За 4 года на эти мероприятия было использовано 34 миллиона рублей. Активная фаза деятельности по приведению к оседлости продолжалась вплоть до 1937 года. В период с 1931 по 1937 года на местах осело 78 тысяч кочевых и полукочевых хозяйств, которые объединились в 842 колхоза. Оставшиеся кочевые хозяйства приводились к оседлости до 1941 года. С 1931 по 1941 года в Кыргызстане перешло к оседлому образу жизни 98 тысяч кочевых и полукочевых хозяйств, возникло 300 новых кишлаков. Для их социально-экономического обеспечения было использовано 307 миллионов рублей. Всего за 20-летний период с 1918 по 1937 осело 142 тысячи хозяйств, 600 тысяч человек. Перешедшее к оседлости население было обеспечено жильем и условиями для земледелия. Полный переход кыргызского народа к оседлому образу жизни, несомненно, стало прогрессивным явлением. В результате этого в Кыргызстане образовались постоянные аилы и кишлаки. Стационарные хозяйственные центры со своей инфраструктурой, различными просветительскими учреждениями, школами, общественно-бытовыми предприятиями. Феодально-патриархальное сознание населения начало быстро заменяться новой общественной идеологией.